Площадь лесных пожаров в Якутии сократилась до 526 гектаров. Сложная ситуация сохраняется в Верхоянском районе. Успешный бизнес начинается с улицы. Соблюдают ли ниренгринские предприниматели правила благоустройства города? Закончилась первая смена детской площадки «Юникс» в Айхале. 130 детей отдохнули и оздоровились. В эфире новости. В студии работает Ольга Башук. Здравствуйте. Площадь лесных пожаров в Якутии сократилась до 526 гектаров. Об этом сообщили в Республиканском Минэкологии. Сейчас ведутся работы по тушению 15 лесных пожаров. Сложная ситуация сохраняется в Верхоянском районе на севере региона, где леса горят на площади около 375 гектаров. Из-за ветреной и сухой погоды в ряде сел со вторника установлено круглосуточное дежурство. Также на севере республики природные пожары в Жиганском районе площадью свыше 10 тысяч гектаров пока не угрожают населенным пунктам. По данным властей, для защиты сел проложены минерализированные полосы. Тем временем глава Якутии проверил ход исполнения правительством персональных поручений. Всего их 100 выполнено, 8 пунктов, еще 69 на данный момент находятся в работе. Эффективная реализация национальных и региональных проектов – основная задача для правительства Якутии. Среди них вот 13,5 тысяч квадратных метров нового жилья, 8 детских садов на 857 мест, строительство почти 150 километров дорог и качественное оказание медико-санитарной помощи. Исполнение всех целей в этом году значительно улучшит жизнь населения республики. Однако есть и проблемные вопросы. Среди них, например, реформа ТКО и стабильная работа региональных авиакомпаний. Большая работа правительством реализована. Мы в явном виде предусмотрели субсидии авиакомпаний. Также занимаемся в ручном режиме вопросами, связанными с обновлением авиапарка, с взаимодействием с Министерством промышленности и торговли, Министерством транспорта Российской Федерации. И в целом видим, что до конца года мы должны выйти на достаточно серьезное повышение устойчивости функционирования. Ежемесячные выплаты на детей получат больше россиян. С 1 января 2020 года на ежемесячные пособия на первого и второго ребенка в возрасте до 1,5 лет сможет претендовать большее число родителей и усыновителей. Кабмин предлагает смягчить требования к нуждающимся в такой социальной помощи. Право на нее планируется дать семьям, где среднедушевой доход не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума. Размер ежемесячного пособия при рождении или усыновлении первого и второго ребенка составит сумму, равную детскому прожиточному минимуму в регионе проживания семьи. Выплачивать его будут в течение 1,5 лет с момента рождения малыша. Сегодня этот законопроект рассмотрит на своем заседании Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. После реорганизации Почты России отделения Мирнинского района вышли на новый качественный уровень. Перечень оказываемых услуг увеличился в разы, а устаревшие, никому не нужные живые очереди заменили на электронную. С работой почты и с отзывами граждан ознакомилась Иванна Филиппова. В ведении Мирнинского почтамта 39 отделений почтовой связи. Ленский, Сунтарский и Мирнинский район. На сегодня самые востребованные услуги среди населения – получение прессы, прием коммунальных платежей, доставка пенсий и социальных пособий. Почтовики обслуживают более 9,5 тысяч пенсионеров. Если раньше мы оказывали универсальные почтовые услуги, например, как доставка письменной корреспонденции и периодических изданий, подписка, выплата пенсии, то сейчас у нас уже более сотни услуг. Например, прием коммунальных платежей, оплата налогов, штрафов, детских садов, прием платы за сотовую связь. Новые технологии не только расширяют спектр услуг, но и формат обслуживания. Теперь можно оплачивать коммунальные услуги, штрафы ГИБДД, налоги, причем не выходя из дома. Почтальоны сами придут к вам. Ой, как здорово. Все, спасибо вам большое. И ходить нам никуда не надо, все на месте. Очень рада, что... Только вас вызвали, и все, вы к нам приехали, нас обслужили. Одна из главных целей масштабного преобразования – повышение доступности почтовых услуг. 96 993. Держите. Всего доброго. Спасибо. Благодаря цифровым технологиям заметно сократилось время обслуживания в почтовых отделениях. Никакого заполнения бланков и сверки документов. Чтобы получить отправление, нужно только один раз зарегистрироваться. Возрастает и оперативность доставки посылок.
Удобные изменения произошли для отправителей посылок. То есть отправления по предоплате во всех почтовых отделениях принимаются без очереди. У нас появились новые услуги, это предзаполненные, предоплаченные посылки, упрощенное вручение. Не обходится и без проблем. Так, сегодня в Мирнинском почтамте все-таки есть дефицит кадров. Например, открыты вакансии сортировщиков и операторов. Но реформа будет продолжаться. Ведь именно почта по-прежнему остается одним из самых массовых и доступных видов связи. Иванна Филиппова, Роман Токмаков, Олег Соснин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Успешный бизнес начинается с улицы. Предприниматели, которые осуществляют свою деятельность в черте города, должны заботиться не только уборкой прилегающей территории, но и ее облагораживанием. Таковы правила благоустройства города Нерюнгри. Соблюдают ли их бизнесмены? В Нерюнгри состоялся рейд по городу. И с нами на прямой связи моя коллега Екатерина Павлова. Екатерина, скажите, каковы итоги рейда? Да, Ольга. В Нерюнгри немало торговых точек и объектов бытового обслуживания. Борьба идет за каждого клиента и посетителя. Некоторые прибегают к интересным маркетинговым ходам, чтобы увеличить привлекательность своего бизнеса. Но не всегда. Это заключается только в рекламных идеях. Если, например, в одном здании находятся две парикмахерские, и вход одной украшен красивыми цветочными композициями, а вход другой – это всего лишь входная дверь и вывеска, то какой из них отдаст предпочтение посетитель? Скорее всего, первый. Впрочем, некоторые нерюнгринские торговые центры, причем довольно-таки большие, не озаботились состоянием своего здания. Другие же, даже поменьше торговые центры, украсили свою территорию яркими клумбами, а также для любителей сорвать цветы, выращенные чужими руками, установили таблички видеонаблюдения. Сейчас мы находимся около детского магазина и парикмахерской по улице Карла Маркса. Здесь работники своими руками сделали привлекательную яркую арт-зону для детей с любимыми персонажами из мультфильмов. Вот в такие заведения действительно приятно заходить, и их труд непременно будет отмечен городскими властями. Ольга. Спасибо, Екатерина. Я напомню, что о результатах рейда в Нерюнгри рассказала наш корреспондент Екатерина Павлова. Хозяйства Люкминского района с 10 июля приступили к заготовке сена. Есть ли все необходимое оборудование, успеет ли уложиться в срок, узнавала Елена Фаст. В этом году на сенокос в Алёкминском районе вышли как никогда рано. На сегодня работают на 3 островах – Касьян, Ояры и Казачий. Сенокосчикам благоволит пока и погода. Ровные солнечные дни дают возможность заготовить первосортное сено. Ну, нынче вообще нам погода дает, чтобы мы работали и работали. На Касьяне набрали отличные темпы на тракторе с косилкой Василий Иванов. Звание «Лучший механизатор республики» он носит более чем заслуженно. Погода отличная, травостой очень хороший. Ну, в принципе, так-то ничего работает. Вообще тяжело вот на покосе? Да нет, наоборот, ждали мы этот день. Заехали где-то в пятницу, вот так и работаем. Радость-то, конечно, хорошая. Погода радует. Надо сказать, что столь раннему сроку начала покоса способствовала не только погода, но и своевременное обеспечение всем необходимым. В общей сложности на 17 июля скошено на 100 гектарах. Это 100 тонн отличного качества сена. Елена Фаст, Алёкминск. Арт-объекты молодых якутских художников преобразят общественное пространство 12 городов и 3 сел Якутии. С 20 июля стартует первый республиканский фестиваль современной культуры «Лето Якутия». Рисунки будут отображать уникальность и историю каждого населенного пункта. Стены зданий в основном украсят муралами, большими рисунками. Отмечу, что как преобразится город или поселок, выбирают сами жители. Они голосуют за эскизы в соцсетях. Команда художников получила для выполнения проекта грант президента России в размере 6 миллионов рублей. Объекты будут способствовать реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Дополнительно к архитектурным преобразованиям мы должны работать с искусством, с public art, так называемым, и создавать объекты в общественных пространствах. В работе мы привлекли художников из Якутии именно. То есть это те молодые ребята,
которые проживают в этих непосредственно городах, селах. И есть художники наши, которые родились и выросли в Якутии, но сейчас живут и работают в Москве. 130 ребят приняла детская площадка «Юникс» в Айхале в первом сезоне. Дети работников «Алроса» отдохнули и оздоровились. Для них провели увлекательные занятия, спортивные игры, экскурсии. Довольные ли ребята, узнала Оксана Мезенцева. 130 ребят отдохнуло на детской площадке «Юникс» в Айхале в первом сезоне. В этом году для работников «Алроса» путевка обошлась в 6870 рублей. Большую часть расходов взяла на себя компания. Родительский взнос составил порядка 20%. Площадку ребята посещали 6 дней в неделю, работали с детьми в 5 отрядах педагоги айхальских школ. Всего 10 воспитателей. Помогали им 3 вожатых. Распорядок дня включал тихий час и трехразовое питание. Дети в основном, возраст у нас от 6 до 9 лет, второй год подряд. То есть это дети, которые пойдут в 1 класс, и дети, которые пойдут в 4 класс. Если на улице дождь, ребят занимали в здании, в игровой комнате можно было поиграть в шашки, шахматы или настольный теннис. Многие ребята отдыхали в лагере не в первый раз. Довольные родители приобретают путевки ежегодно. Одним из запоминающихся для самих ребят стало мероприятие под названием «Шип-шип-шоу». Танцевальный баттл собрал 30 участников. Под современные музыкальные композиции ребята импровизировали, показывали миниатюры. Мне понравился больше всего второй конкурс, там, где мы танцевали с напарниками. И тогда у меня были эмоции самые наилучшие. Чтобы отдыхать ребятам было интересно, для детей организовывали кинопросмотры и походы в плавательный бассейн, экскурсии по предприятиям поселка. Так в пожарной части ребятам показали диспетчерскую и разрешили посидеть в пожарной машине, примерить каску-шлем. Побывали воспитанники детской площадки в местном музее и отделении полиции. Для ребят это очень ценная экскурсия, потому что они не просто на бумаге с рассказ учителя видят, а именно своими глазами. И очень много могут подчеркнуть для себя в выборе дальнейшей своей профессии. Следили за здоровьем отдыхающих 2 медика. Они посчитали, насколько каждый ребенок вырос и поправился за смену. Летняя площадка «Юникс» с 15 июля приняла 2-ю смену айхальских ребят. Отдохнут в лагере 120 человек. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Таковы были актуальные новости к этому часу. А еще больше интересной информации вы можете найти на наших официальных сайтах nvk-online.ru и yak24.ru. Мы продолжаем следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.